Онасис. Ингриды Шимонени, это какой-то известный литовский. Конференц-зал тут вот указан, да? Потом место-лаборатория, городская лаборатория. Кафе. Ага. Техкафе, Вот здесь такие путевые... Вот техпарк, Уокинг, Вильнюс техпарк. Ага, техпарк. А, это вот там, где IT, да? Напевно. Ну, вот мы вошли уже не на центральную аллею, пойдем так вот, тут, по этой, правда? Ті вернемся. Давай пройдем вздовж корпусов. По тем плане, что мы бачили, вот тут, в центре был фонтан. Тут было несколько фонтанов, были прудики. И тут же 8 гектаров. А засталась только вот эта центральная частка, яка пишется невелика. Вот глядите, корпус номер 5. И какой он корпус? Что на нем? Coworking place. Так это coworking, так это и есть это... Где coworking? Ну, где можно с ноутбуками, это такой cultural space. О, скелет собаки. Значит, тут как-то, может, тут это, типа, морг. Там кав'ярня. Ой, так тут целый такий ось городок. Так, это были шпитальные. Это были все шпитали всякие, да? У тые часы. Вот тут лаборатория и какой-то еще шпиталь. А вот тут там number 5 был, тут number 4. И что? Ну-ка. Гамелин сайт. Гемелин сайт. Сайт это место. Как написано? S-I-T-E? Я ж не бачу. Гемелин сайт. Ну, ось. Вон ще, вот там была собака, ты кажешь, а тут уже обезьяна. Малпа. Так? А вот тут, ой, тут такая собачка у нас. Старенькая, нашу Тысю напоминает, нагадывает. Это не такса, но по старости, по походочке, як я находила прошлый год, еле ножки переставляла. Ну, а это что? С литовским стягом. Який корпус? Номер 3. Ага. Техпарк. Ну, это вот это, наверное, как его? Во-во-во, IT-центр какой-то. Вот где они попрятались. Доброе место себе знайшли. Недалеко от центра Вильнюса, я бы сказала. Тут, до речі, лічилися солдати. Да. І після Першої мирової, Першої. і під час Другої мирової. Так. І німецький тут шпиталь був, а потім Ага. советський явно. Так и зараз какие-то лаборатории тут. Ой, який пах. А во, гляди, скамеечек кольки, гляди. Може для пикничка? Глядите, я зараз покажу так круговую, да? Сябры, вот кто захочет прийти погулять у тишине, тут посидеть на скамеечках, запрошаем. You're welcome, как говорится. Willkommen to парк Сапегов. Дорогу ведаете, я вам здымала, показывала. Можно пешу прийти. Тут пока пешу дойдешь, ты уже нагуляешься. И с задовольнением будешь сидеть на скамейках. Вот возьмите книжечку, будете читать. Где? А, помник? Может, это родильня какая? Синосіус летос. Где? Вот написано Синосіус летос. Ага, вот. Сябры, мы дошли до, как бы, ну не по центральной, але до основного уваходу. Синосіус летос Гатве. То есть улица самой старой улица Липы. самой старой Липы. Значит, глядите, там вот палац, там вот эта центральная частка только парку с 8 гектаров. Ось там основная брама уваход. И как увайшли, одразу направо повернули. І йде, я пам'ятаєте, я в початку казала, йде прямая алея, налево і направо. Так ось це то, що направо, і веде, ось указатель, это и есть, называется улица самой старой Липы. Ой, и мы будем ее зараз сустракать, шукать.
Вось мы бачимо огорожене місце, раз. Потім ми бачимо ось тут, Кавалки вот обломался. ось ми бачимо цю табличку, да? Верхушка ее обломана. І глядіть, ось ще вона, Живая. ось вона. А Я вот от видите, солнца. бачите, что эти самые, с этих спорохнелых, вот этих какие-то наросты, да, это грибы, так вот дымок идет. Это пыль Ну, такая. может быть, да, Это оно пыль как от дым. этих... ну, это грибы, это как бы, может, навіть она как бы хворая. Вот, глядите, ну мы побачили эту липу. Она, оказывается, обломанная. Ну, эти мечи. Да, но она живая, 300 годов, что вы хотите. Старушка, такая баба-яга. Сколько ей годов? Как она выглядает? Уявили себе бабу-ягу? Ось ейные вот эти вот, ну, зломанные галины или ствол у минулым. Але вот унизе, вось ветки ж зеленые растут, пап. Ну, и тут яшчэ эти зломанные. Ну, где огорожено мы не будем, але где вось трава, я ее обойду. Вот, здыму вам з усіх боков. Вось. Здесь это, гамак. Вечером на старой липе качается. Вось як виглядає 300-гадовий чоловік у вигляді древа з цудовним іменем Липа. Короче, по литовску так само липа. Лиепа, они сказали. Лиепа, Вот да. это Марис Лиепа, оказывается, это... Вот это... Я говорю, а как по-литовски? Они говорят, Лиепа. По-моему, она так сказала. Уже я не так зрозумела. Вот глядите, а вот у низе все-таки зеленые галинки. Но это уже иншее что-то выросло. Трутни такие эти, как это сказать. А тут, бачите, хтось что-то тут это положил. Папа говорит, гамак. Хоть бы тысячу этих евро положили за огляд липы. Ну, вот на ней эти вот, да, грибы. Но это как родинки какие-то, вот как папилломы на человеке. С возрастом все это вырастая. Ой. Давайте поглядим с этого боку. Только с тени. Ну, вот, ой, ну, меня это солнце, оно меня вырубакивает. Потому что я хотела, вот нашли же тогда облаки. Я люблю, коли вот так. Особенно, когда издымаешь, это слепит. Это... Ой, я и так не так добре бачу, але коли сонце в огулі усляпую здимаю. Она больше за 300 хотела. Даже больше. Ну, а что ты не попробуешь почитать, что здесь написано? Коли ласка. Ну, хотя бы поспробуй. Ну, здесь вот в парке Сапега находится самая старая вильнюсская липа. Значит, больше за 300 годов. Где это все написано? А? Где это написано? Ну, Ось тут? ну, Потому что я не бачу, я тебе верю на слово. А что вы тут за листики? Так что они кажут? Что тут? Какие Ну, тут вот. потребования? эти самые просто намалеванные фото липы. История. С ее этими липовым цветом. Вот, ну, А что-нибудь такое с историей? Угу, ничего. Ну ладно, можно навести телефончик, да поглядеть перекладик. Ну, вот тут в этом тлумаченні сказано, что это липа больше за 300 годов. Я нагадываю про часы, коли парк, этот Сапегровский парк, только был побудованный, разбитый. И он с собой уявляет, значит, приклад регулярного геометричного барочного парку, один и в Литве.
Вот. Далей тут шмат сказано про это само древо. И оно было больше за 20 метров в вышині. Вот. Окружность стану на вышині 1,3 метра было 4 метров, 4,5 навіть. Ось. Ну, такая липа драбнолистая, значит, она, видимо, популярное дерев'яне дерево во всей Европе. И всякие характеристики. А що там про 2 яруса? Драбнолистная квітніє каля 20 годов своего життя. Доросле дерево має каля 60 тисяч кветок. Яно квітніє духмянистым жовто-зелеными кветками у червені і липені. Вот мы зараз якраз это отчуваем. От липень, Да. липень уже, Ну, по-белорусски это збирають- ж липень. Пчелы Это збирають- как раз липа. Пчелы збирають до 50 килограмм нектару с кветок одного великого дерева. Вот Ого. такое дерево давало 50 Ага. килограммов липового меду. Ого. Да. Дякую тобі, липа. Ну тут не сказано, в яким году оно так вот поломалось, но Ага, короче, посему не сказано. не так давно. Ага. Вот. Но они І кольки оно по толщині? 4 метра было вот на Чи- вышине, На на виші. вышине прикладно 1,5 метра, оно Ага. было 4 метра. в ширину. О, бачите, ми так само не звертаємо Воно уваги стало- на Оно толщину. стало і то. двухъярусным, то есть вот на такой вот вышине оно разделилось. А, на розділилась, два стала маленьких ствола. двох'ярусна. Вот Ага. один из их стволов вот тут так, Так, ага. другие вот тут. Ну, этот ствол Зламалися. стал вышейший крыху, тут Ага. нижайший, и он сломался. Але Ага. значит, на этом стволе еще, кстати, расте Да, некие да, галинки да. растут вверх. Но это И- уже не липа, вот это внизу, Это унизе. То, это липа так само, Да, я думаю, хіба? что да, А може хтось уже ну, они інший? просто широкие. Мичурин вывел. Але уже она квітніє, вот мы бачимо кветки. Есть кветочки, да? Ну, так вот глядится, вот толстая такая, во. Давай, о, давай. Вона протягує квітніє, О, давать глядите, кветки, вось, вона липа. мёртвых притягує, приносить. Да, и там давала 50 тысяч, 50 50 килограммов меда колись давала. З такого дерева, да. О, да. До речі, Чудовно. тут ми бачили, що тут порохнілі такі гриби, такі нарости. Ага. І з їх там щось вот как дымок такой идет. Ну, это такая труха, пыль, трухлявая это пыль, пыль, это да, пыль, она- от ветра. От ветра распространяется. Угу. Ну как вам липа? Я сняла ее круговую и там, и сям. Обломало її життя. Ну, молодчина, зато якой свідкою. Кольких, 3 веков, 3 стагодів вона була Я свідкою. больше, Навіть більше. А її посадили, коли ще будували той палац. А это 1691 вона була, палац був вже побудований, а коли почали, це було ще раніше. Так що ось це таке легендарне дерево. Приходьте, коли ласка, в парк Сапегов и познайомьтесь и повитайте самую старейшую липу в Вильнюсе. До ветру квітніє і дає мед. Да. І до гэтулю на эти кветочки мы нават сфотаграфаваліся. Ад ліпы мы пайшлі далей по парку. Ось тут вот такі всякі пупсики ездят яшчэ і гуляюць і ўсё. І мы побачили тут такі стенды. На них штосьці тут таксама нейкія ну вось, зноў мы бачым палац. Ну тут есть QR-коды, можно нават ахвяровать что-нибудь. Ось такие фотоздымки. Расліны, якія тут растуць, я так мяркую. О, вось тое, што доказвае, што былі тут лякарні эти, да? Шпіталі. І нават вось хворыя такія. Ну, вось, глядите, что тут расце, как выглядае восенню. Прыгожа. Там яшчэ один стендик. А тут что, папуся? А вот волк, волка мы не нашли, тут вот есть. Ой, а тут где-то волк есть. Так, на символ, а? Десь фотка.
Ёсць фотка. А вось так весною, напэўна, выглядае. Вот рослі. Ну-ка. Як на помніку відомість. Я думаю, ми зараз туди зараз пойдемо і можемо там побачити. Волк, да, мы читали, что здесь... А может, помеж тыми... А, это вот Чернобыльский памятник мы вам показывали. Тут капличка. Это не та, это не вежа. Не. А вот гляди, какое приемное вот место со скамьей. Вот оно. А это вот оно. Где? Ось это место. А мы тут якраз стоим. Вот, бачите, как цікаво. Так може и волк тут где-то неподалеку. Разве это вот это хіба, это вот это место? Ну, калі тут лякарня, то можна заўсёды посидеть. Ну, мы пройдем далей. Это апошний был, нет? Стендик. Я показала. А, ні, ще один, ось птушки, які тут живуть. Бачите? Ось такі ось речі тут. Птушечки, які живуть. Да, да. Ви Ой. ж бачили таку не... Во, Да. от таку птушку я бачив. Ось таку він бачу. До мінерал, до... Ой, каля палацу, до- каля до- вежі до- этой радіолокаційної. Ось такі ось у нас і сови живуть, или хто Да, это? сови. О, ось такі птушки. Синичка, я так познала. Ой, кукушка, я думаю, живе тут. Ось так. Може і дятел? А ось не он. Ну ось. Тут дорожка распадается на две. Направо пойдешь, голову потеряешь. Налево пойдешь, мульон золота знойдешь, а? Голову знаю. А голову знойдешь. Тут вот для деток, что ли, можно полазить. Ты пошел правей, да? Там, где голову потеряешь. И мы бачим вот эти корпусы, знову какие-то такие одноповерховые. Мне нагадывают, они наши пионерские лагеря. Древляні. Древляные, а почались. Туси как это, салюте, пионерский лагерь. Мы в таких были, там, 3-й отряд, 4-й отряд. Я пам'ятаю, що я працювала на 9-му отряді один год, а другий на 3-м. Ну, Ось да, у нас такі. такі корпуси були. А ось і прибиральні. Єсть. Ми ось пішли ось по той дорожці і зараз звернули сюди. І криху ось тут така дитяча пляцовочка. І глядите, по-перше, ми зустріли знайомого. Олег, звісно, зустрів, це не я. І ён нам подказал, где, ось коли тут зворачиваешь, где знаходится фигура этого волка. Ось я вам хочу зараз показать. Глядите. Ось. Ось гэты волк. Волчара позорный. Ён глядится, як металличный. І сапраўды, паўсюль ён такі металічны, такі сувенірчики, магнітики можна. І зараз мы праверим, ну-ка, металічны ці не. Дурец людей. Пластиковый, але покрашены, пофарбованы, як металічны. Такі лапы блескучие, глядите. Ой. Ось такой пригожий, блищить. О. И такой хвостик, глядите, ось хвост такий туди у него поміж лапами. Ось такий пригоженький волчара. Символ Литвы, Вильнюса, Миндауга, на помнику
Міндаугу на кафедральнай плошчы. Ну і нам вось гэты чалавек, дарэчы, ну так буду сказаць, я даведалася, што это выкладчык права у ЕГУ, які жыве ўжо ў Вільнюсе шмат гадоў і дагэтуль выкладае. Ось не буду казаць вам, хто гэта, ось Олег яго сустрэў, але ён нам падказаў, што вось гэта, аказваецца, адміністратыўны будынак местнай, ось такой вот корпус, что мы казали, местной такой администрации, как бы, ну, как вот такого, я не знаю, не ведаю, какого-то как Антакольского района или какого района, які тут вось. Так что не все гэта лечебные корпусы, и ён нам сказал, лечебных корпусов тут уже давно нема, а в основном все во всех этих будинках находятся все эти, как это сказать, ну, он сказал, айтишники, ну, как бы, технотек, что-то такое, технотек, вот и все. Ну, може ще щось, може і он не ведає докладно. Але волк пригожий, волк пригожий. Хочу його ось так вот снять. Сябры, из парка Сапегов мы ушли и пошли перпендикулярно, каб дойти и спуститься до реки Нярыс. И шли уздовж гэтай вулицы, тут такая уже роверная дорожка. И зараз мы знайшли спуск до самой реки. Покажу вам и будем идти ближе до реки, где собираемся иметь пикничок. С тротуара здесь такая уже начинается каменистая дорожка, тропка такая, якая веде ось туди еще долу. И мы бачим у просветах жураку мы бачим. Олег уже напереди. Я криху спинилася. Не спинилась, а, как сказать, отстала. Я выбираю тут больше безопасную, как бы, шлях, бо тут такие неровности. О! Круто! Круто тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ветреный шар Летел? Ну, ты уже тут, а? Знайшов щось? забил. Ну, так... Дай мне руку и пойдем. Тихо за кроком. Глядите, ура! Там уточка живет. Вон, Там будет Да. качечка живет. выплывает. Ну, Вон. просто плавает. Ну. Мы знаходимся... Ой, калі ласка, протягни мне знову. Протягни мне життя. Як сказал Ландсбергис, На парк. принесите мне лет 20 молодущих. Калі ласка. Ну вось, мы знаходимся, глядите, каля моста, где есть шар. Вам бачен шар? Зараз наближу. А вон какой-то катер приплывает. Папуся, где шар? Где? Вот по центру твоего края. Ну, вот я его не бачу, вот на темном фоне еще. Ну, до речи, вось мы показываем, значит, что мы каля гэтага мосту. Что вот едет эта самая лодка, моторка. И вось на моторочку же перший А это как бы ручный мотоцикл. Перший водный. А вон поветренный шар. И вон поветренный шар. Давайте его повитаем. А это место вон то, вот там, где по стене можно лазить, там приходят люди лазить. Итак, мы витаем
О, які хвалі пішли. А, як пригожа. Глядите, які хвалі. Такая тишина. И вось, пошел прибойчик. Дякую, лодочки, дякую. О. Классненько. А шар-то наближается? А? Ну, он как бы и вверх, и ближе, да. Ну, всё, Але вверх. закончил, да? Коли вверх, тады уже это далей. Ну, добра. Так, і що ми пропонуємо? Вот, там пропонуем сесть. Пропонуємо тут пікнічок Да. иметь. Добре. Да. Папусі, як завжди, вже розбиває яйки. Які, як ви ведаєте, хто регулярно глядить наші відео, ведає, що укрутую зваренные яйки – это непременный атрибут наших пикничков. Ви можете поглядеть, як ми, ну, бачите, нет, як ми сидим уже на землі. Мы, тут такая полянка у нас накрытая. Удочка, побочка. Чим Бог, так сказать, послал. Мы зараз перекусим, тому что сегодня мы с вами сходили в вельми цікаве место и наведали дворцово или палацно-парковый комплекс Сапегов. Сапегов не бачили, но Да, Сапеги уже Их где-то, як было написано в интернете, а где-то растворились у истории. ні, їх нащадки живуть у Канаді. А, ну, Прозвище, до речі, доволі популярне. Пам'ятаєте історію з Протасевичем? Ну, за которого самолет спинили. Так вот, його дівчина ж Сапега. І її Да? судили. І так в Білорусі, Сапегов, напевно, да. цих Сапегов Сапегов пруді. хапає, да. Напевно, Сапегов. хтось із їх нащадки. Но яни все одно Ну, розповсюдились. от докладно відомо, що, наприклад, тих Сапегов нащадки буде в Канаді. Добре. Ми сподіваємося, що вам сподобалося, що ви зараз будете, як і ми, мати как это сказать, представление, уявление, что такое вот палац Сапегов, парк Сапегов, нават помнічик там Чорнобилю, і нават Ваўку. Ну і самое головне, ви зараз ведаєте, як виглядає і де росте самая старейшая липа Вильнюса. И мы ее вам засняли и показали. Ой, тут, конечно, такі насекомые. Може вже все. Да. Тому ми сподіваємося, вам сподобалося. Великий дякую. Давай тоді ми зараз за Сапегов. Не, это самое. Ты уже ж там есть. Що є? Давай. Ну, а ми сподіваємося, що вам сподобалося. І зараз давайте поднимем Це квас. шарочку. А у меня не квас, ось і все. Я квасом буду потом пить буду. Значит, за Сапегов и за наше путешествие в этот комплекс. И до новых встреч. С вами была Марьяна и Олег. С берега Няры. Спокуль. Покуль. Ах, выращивали дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы дни, как прошедшие дни. Дерева, вы мои дерева, не чернели бы дни, как прошедшие дни. Дерева, вы мои
дерева